Мгм. Ага. Ага. Добрый вечер, Добрый дорогая, вечер, дорогая, дорогая. Добрый вечер, ага, Мития, добрый вечер. Саргалана. Ага, Ага. Саргалана. Ага. Ну, поприветствуем, Ну, поприветствуем, а, поз- поздравляю и поздравляю и поздравляем поздравляем нашим эфиром нашим прямым эфиром первым. прямым И первым. начинаем И про начинаем про постановку постановку целей. Мгм. целей. Ну, сперва Мгм. Ну, сперва хочу хочу познакомить нашу Саргалану познакомить нашу Карпову, Саргалану Карпову, как я с ней как я с ней познакомилась, и познакомилась, что мне и было что самое мне было интересное, что самое меня интересное, что ну меня вот как бы ну вот как бы заинтересовало. В заинтересовало. прошлом году, в В прошлом декабре, году, в декабре, я посетила я впервые, это посетила было в впервые, январе, это было в январе, впервые ага, впервые, Центры развития Центры человека, развития человека, семинар Саргалана. семинар Мгм. Саргаланы. Там Мгм. было про Там было бизнес, про конкретно про бизнес, конкретно цифры, про про цифры, про проценты. Вот проценты. когда я Вот вот это когда я услышала, вот мне это как бы услышала, новая у меня как какая-то бы новая сфера какая-то открылась. сфера Ага. открылась. Ага. С тех пор, С тех если пор, что, если я что, спрашиваю я у Саргалана. спрашиваю у Саргалан. Ага. Вот Ага. так. Вот так. И остальное она И сама остальное расскажет. она сама расскажет. Ага, я этот момент очень хорошо помню. То есть как раз у нас проходил семинар о том, что такое сетевой бизнес, как достигать успехов в этом бизнесе, как ставить себе цели, как к ним идти, как это все оцифровывать. И вот Мичия была там, и она отличалась именно тем, что она постоянно задавала вопросы. Вот человек, который не боится задавать вопросы. Но, Мичия, я тебя помню еще как бы раньше, то есть мы с тобой были где-то 2 года, или даже больше, 2,5 года назад на Ага. семинаре Ага. Йошира-сан. Помнишь, Йошира. японец? Ага. Йошира. Да, Ага. Да, да. и там был Ага. Да, да. семинар Ага. 7 типов креативного мышления. И Ага. вот я тоже хочу Ага. познакомить Искусственный своих, интеллект. Искусственный интеллект. да, 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 я тоже хочу познакомить своих подписчиков с Мичи. Это очень такой человек энергии, деятельный человек. И вот когда я тогда увидела тебя, Мичи, я запомнила тебя, очень самобытный и который несет свет и пропагандирует именно нашу якутскую культуру, якутский язык. И вот она в этом отношении очень уникальный человек. И у меня всегда ассоциация, когда я смотрю на мечей, что она ракета. То есть человек, который летит ввысь, и все ей по плечу. И всегда поражают скорости, с которым она берется за новое дело и прямо легко и играючи достигает своих целей. А у меня ощущение, А как у бы меня я ощущение, как черепаха. бы я черепаха. Ну, Ну вот. Ну Ага. вот. ну, Ага. Мгм. И хочу еще Ага. И хочу еще вот вот задать вопрос, задать вопрос, когда ты когда поняла ты вот, поняла вот это вот понятие это постановка понятие цели. постановка цели. Откуда это у тебя Откуда это у началось? тебя началось? ну, здесь, наверное, это ведет с детства, скорее всего, да, то есть я была с таким ребенком увлекающимся, и скорее всего, фокус внимания. Тут очень большое значение имеет фокус внимания, потому что когда ты нацелен на что-то, да, тебя эта идея поглощает, скажем так, на 100%, и вся твоя энергия бьет в одно, как бы в одну точку, то тогда вот эти цели, эти мечты становятся как бы твоей реальностью, очень быстро к тебе приходят. И вот насколько помню, вот в детстве я тоже вот загоралась каким-то желанием, и вот это вот было двигателем именно к этому. И что еще? То есть я математик по своему образованию первому, да, то есть училась в физмат школе РФМШ, и поэтому наверняка у меня склад ума такой, что я быстро все привожу в цифры. Мгм. И потому что цифры, цели, они должны быть четкими, ты понимаешь, как ты можешь их достичь, через какой срок, что, чего и как ты должна сделать.
Вот. Значит, вот то, Значит, что вот было вот то, что свое было вот индивидуальность, ты свое приняла уже индивидуальность, ты совсем приняла уже рано. совсем Ага. рано. То, Ага. также были А открыты также все были открыты желания, все и желания, так как и ты все в так как фокусе ты держала, все в поэтому фокусе держала, оно поэтому не так, оно как у не всех, так, как как у классика не всех, как закрылась. классика не закрылась. Ну, тут разные этапы были, конечно, да, но Мгм. вот в Ага. детстве, в молодости, то есть поток желаний, это они были чистые, открытые, и индивидуальность, кстати, мы буквально вчера принимали, я принимала через тренажер наш Мгм. мастер-кит, Ага. но был период, когда это у меня закрывалось тоже. Мгм. То есть бывает, что как бы какие-то моменты в жизни, которые тебя как бы закрывают, и ты таким же образом поток свой Теряешь, можешь как бы, да? Теряешь, да, как бы, да? можешь терять, но Ага. это как бы поправимо. У меня был период, знаете, какой я увлекаюсь духовными практиками разными, да, и у меня был период аскетизма такого, знаете, когда вот Мгм. кажется, Ага. что вполне хватит там помещение 2 на 2, матрасик есть, да и ладно, да, но в принципе тоже был хороший опыт, при том, что внешне все было, но внутренне у меня вот такое было состояние, и может быть какой-то был дисбаланс. И потом вот я заново открывала свои желания, потому что все-таки главным мотиватором наших вот достижений это является именно истинные внутренние желания человека. Расскажи про то, что как Расскажи ты про то, что пришла как ты от пришла от Росгострах. 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 Да, то есть у меня очень много разных этапов жизни было, и при том они у меня довольно-таки такие, знаете, кардинально разные бывают этапы жизни. И я человек, который, в принципе, могу резко поменять вектор своей деятельности. И, то есть, я в свое, Адаптированный. Адаптированный. да, то есть вот мне, в принципе, вот это, наверное, одна из черт характера, что я легко нахожу общий язык, и когда я переезжаю куда-то, где-то в другом месте живу, то есть я очень быстро осваиваюсь, и мне это помогает очень сильно по жизни, да. И вот у меня был большой период моей жизни, который я посвятила страхованию, то есть я страховщик всю свою сознательную жизнь, то есть я больше 13,5 лет руководила филиалом Росгосстраха в республике Саха-Якутия здесь. И это был один из таких ярких этапов моей жизни. И мне кажется, здесь мне помогло то, что я вот до этого жила в Америке. Вот. И вот Америка мне дала, знаете что, такое понимание, что мне все по плечу. Все возможно. Свободу, вот Свободу, свободу. вот внутреннюю свободу. Да, внутреннюю свободу, потому что это страна, где все-таки человек, там большой шанс у человека достичь успеха, если он своим умом, своими устремлениями, своими действиями, то есть имея вот такой, как бы опираясь на себя, ты можешь много чего достичь. И вот когда я приехала с Америки, то я здесь меня как бы приняли на работу в Аргысмедстрах заместителем директора по финансам, и оттуда вот огромная благодарность у меня Егору Егоровичу Борисову, который меня направил, порекомендовал как руководителя в Росгострах. И вот эта вот внутренняя уверенность, когда я была там на собеседовании в Москве, то есть она мне, я думаю, помогла очень сильно. Ну, это как говорится в Америке, как внутренняя свобода, это реальная жизнь. Реальная Вот жизнь. здесь Вот и сейчас. здесь Оно и сейчас. было Оно было там, как бы как бы огранено. Да. Тут права ты. А также Мэри А также Кей, Мэри 90-е Кей, годы. 90-е годы. Да, то есть у меня еще, то есть я пришла работать вообще в сферу страхования в самом начале, да, то есть я работала в национальной страховой компании Аргыс, я там начинала программистом,
и очень быстро достигла как бы статуса заместителя директора по экономике. Вот. И был момент вот в 98 году, когда я ушла оттуда. Но я потому что параллельно уже начинала работать тогда. Только-только в республику впервые пришел сетевой маркетинг. Я, в принципе, была девочкой такой, знаете, программисткой в джинсиках и футболке, которая вообще косметикой никогда не увлекалась. А тут я прям как это завороженная смотрела на все эти баночки, скляночки, и прям мне очень-очень захотелось быть причастной ко всему этому, и я попробовала. И вот как раз-то вот там мне очень помогло, то есть я очень быстро стала директором в Мэри Кей, потому что там очень хорошее объяснено, как можно стартануть, что нужно сделать, в какие сроки для того, чтобы достичь своей цели. И когда ты это четко видишь, ты видишь, что вот у тебя есть временные ограничения. То есть не так, что когда-то ты там должна. Ты знаешь, что вот в этом месяце ты должна сделать это, в этом месяце то. И тогда через какой-то период, там через 4 месяца, ты выполняешь определенные статусы и получаешь вот это вот звание директора, да. И каждый месяц у меня был расписан и четкий план, что я должна сделать в этом месяце конкретно вот для этой цели. И я тогда очень быстро стала директором, в скором времени стала старшим директором по продажам, и это вот был, прямо я скажу, это моя школа была. Школа, я там да. полюбила, Школа, да, отличная школа, обучение, я очень благодарна этой компании, я вообще благодарна, что в первый раз в жизни сетевым маркетингом я встретилась именно вот в Мэри Кей, потому что это как бы классическая сетевая компания с правильным маркетингом, с правильной системой обучения, с правильной системой ценностей. Потому что там, вот как Мэри Кей, кстати, вчера вот было день рождения Мэри Кей, поздравляю всех консультантов Мэри Кей, если кто сейчас меня видит, то есть, и там самая первая ценность это Бог, вторая ценность семья, и третья, и только на третьем месте бизнес. И вот в этой правильной последовательности, когда человека распределены ценности, у него все в жизни гармонично получается. Вот. И я вот после Аргыса я ушла в Мэри Кей и вот полностью себя посвятила этой карьере. И там у нас как раз вот был дефолт, да, вот когда в 98-е года, да, то есть там у нас когда доллар рухнул, рынок рухнул, и вот был такой непростой период, когда, ну, в экономике страны, скажем, ну, довольно-таки сложно было, и я вот в тот период и уехала в Америку, то есть Ну, как каждый классно. период Ну, как у классно. меня очень яркий, и я очень благодарна каждому периоду своей жизни и тем учителям, тем людям, которые у меня в тот момент со мной были. И вот я считаю, что мне повезло в жизни с людьми, с которыми я знакома, с кем общаюсь, с кем мне посчастливилось поработать. Ну вот. Ну Потом вот. приехала Потом приехала обратно. обратно. Да, я приехала обратно, и вот говорю, вот эта вот уверенность внутренняя, то, что мне все возможно, что я все могу, оно и помогло мне, потому что вот 2000-е годы тоже было не так-то сложно, не так легко, наверное, найти работу, да, там как, то есть я приехала, тем не менее, вот прошла собеседование, и меня назначили заместителем директора по финансам страховой компании «Аргыс-Медстрах». И тоже это был один из самых ярких периодов моей жизни. Замечательный был коллектив, очень многому меня научили там, то есть именно отношениям и построению коммуникации. Вот это вот очень-очень важно вообще в любых начинаниях, в любом достижении цели. И там вот как раз-то в этот период, в 2001 году искали тоже на должность директора Росгосстраха, и вот я тогда поехала на собеседование, вот. И я тогда была впечатлена размахами этой компании, с ихними планами, ихним видением,
того, как они планируют, и поэтому как бы было взаимное такое, скажем, мне понравилась компания, я понравилась и подошла им, и вот так я вот начала свою вот такой длинный такой один из самых таких периодов в моей жизни, когда я руководила вот этой компанией Росгострах. Ну, значит, как бы сказать, когда есть конкретные цели фокус, конкретный фокус, и этот фокус у человека навык, тогда он каждый раз, когда заходит, куда-нибудь заходит, и оно очень хорошо помогает. Это внутреннее заложено. То есть это, конечно, твой, всегда твой багаж, твой опыт в любой сфере, который был до этого, да, и он всегда тебе помогает и, то есть, дает тебе силы для достижения твоих целей, задач на новом месте, на новом, как бы, поприще. И вот здесь, вот если вот наша тема, да, вот постановка целей, достижение целей, да, то очень важно, вот помните, я говорила про коммуникации, да, то есть здесь очень важно отношение твое с людьми, но еще одно из наушники, да, сейчас рядом тут нету, это, да, какое-то? Угу. То есть получается, что одно из таких ключевых еще очень важно, чтобы у вас было выстроено отношение с собой, именно вот с самим собой, да. То есть вот скажите, вот бывали ли у тебя, вот вспомни, да, когда тебе обещали что-то и выполнили? Что ты ощущаешь? Еще раз повтори-ка. Когда тебе что-то обещали и выполнили. Ой, радость. радость. Радость, да. А вспомни, когда тебе обещали, но не выполнили. Ну, как бы уже это как бы уже эта дорога уже закрывает для меня, потому что с ним я уже чувствую, что дальше ничего не получится, какое-то вот закрытие. Ну, иногда бывает жалость, не поняли не такой уровень, Да. Ну и вот смотри, и это же вот твое, вот это показатель, да, их отношение к тебе, да? Как они там, когда выполняют обещания, данные тебе, или когда не выполняют, да? И тут же получается, вот именно почему это важно понимать, потому что точно так же происходит с тобой, когда ты не выполняешь обещания, данные себе. Вот ты обещала выполнить что-то себе, не кому-то другому, себе. И главный судья здесь ты. И посмотри, все зависит от тебя. И когда ты это не выполняешь, тебе кажется, ну что страшного, я сама с собой как-то договорюсь, да, ну и бог с ним, да, полежу, ничего не сделаю, но на подсознательном уровне ты показываешь свое отношение к себе. Как ты к себе относишься? Тебе можно, как бы, обещания, данные тебе, можно не выполнять. И это с каждым разом уменьшает уровень твоей, скажем так, уверенности и твоей самооценки, как ни странно. Да, очень. Самооценка бьет. Да, вроде бы ты сам собой, вроде бы ты сам себе обещал сегодня там пойти на пробежку, да, вроде бы ничего страшного, но по уровню самооценки на подсознательном уровне это все откладывается, и тем самым ты сам себе вредишь вот этим образом. И поэтому это очень важно именно выполнять обещания, данные конкретно себе.
Это же также касается и финансов, да, то есть в первую очередь, чтобы быть богатыми, мы должны платить себе, откладывать для себя в свой фонд, и точно так же это касается всех остальных сфер нашей жизни. Сколько даешь, столько и берешь себе. Да, да. Как бы да, инвестиция себя. Угу. И вот здесь очень важно тоже понимать, вот когда мы ставим себе цели, да, или что-то там намечаем, мы часто у нас появляется, что результата нашего нет, да, и мы начинаем себя что делать? Гнобить. Или гнобить, как один из вариантов, да, в чувство вины мы чувство уходим, вины, Чувство вины, да, или же мы страх. Да. Или же мы начинаем придумывать разные хитрые истории оправдания, да, вот то помешало, это, ну, не смогла я, да. И вот здесь тоже нужно очень хорошо смотреть, что такое, вот что подразумевает под словом «не могу», когда я говорю «не могу сделать то-то», не могу вот, ну, освоить что-то, да. Обычно за этим словом очень редко бывает, что ты действительно не можешь. За этим словом часто скрывается «не хочу», не буду и просто не выбираю. Да. И когда ты вот честно себе говоришь не просто не могу, а когда ты понимаешь, что ты в данный момент не хочешь, или просто как бы не выбираешь в данный момент делать, то здесь тогда фокус у тебя смещается на себя и на ответственность именно по отношению к себе. И к ситуации, и тогда ты уже это можешь исправить. Если не исправляем все, капец этой цели, оно как бы 16 лет. Да, может и так, да, быть. Но, там же еще есть качества непринятые свои. Ой, там очень много бывает того. И вон пишут: страх обещать, страх быть ответственным, да, это вот действительно так, это действительно правда. И очень бывает много, вот здесь вот, кстати, качество честность надо очень хорошо принимать, то есть надо быть честным самим собой. Когда ты честен с собой самим, то тогда тебе будет легче уже полностью идти к своим намеченным целям. И бывает, наверное, очень же много ситуаций, да, когда вроде бы ты делаешь действия, много действий, вроде бы ты все делаешь по шагу, энергии закладываешь, и вроде бы ты делаешь так же, как вот рядом, ну, твой же коллега там или, ну, вот в семье там человек, но у тебя почему-то не получается, да. Не всегда действия приводят к определенному твоему результату. И тут нужно, очень важно смотреть на то и посмотреть на свое, как бы, на свое мышление, на свои установки. Вот не зря же говорят, что именно 10% нашего успеха зависит от наших навыков, от наших знаний, наших компетенций, да? 40% зависит от наших, как бы, от нашего общения, и только 50% зависит от нас, от нашего мышления, от наших установок, от того, как мы думаем. Вот говорят же, да, что если, ну, какое-то твое восприятие определенного человека, то есть как бы ты, например, если ты уже составил какое-то мнение об этом человеке, то очень часто оно потом тебе мешает, потому что оно как образ у тебя уже сидит, у тебя уже установка такая, что он такой-то. И как бы он ни хотел, этот человек, по-другому делать, у тебя все равно стереотип, его восприятие определенный, да, и через некоторое время он вполне возможно снова действительно подтвердит все твои мысли. Ты скажешь: ну, я же говорила.
Да, так Синхрон. оно и есть. Синхрон. Ага, ага. Ну и вот так вот наши мысли в конечном итоге начинают реализовываться в жизни. Таких же примеров много, да, Мичи? Много-много. Когда вот я принимала на качествах я лень, открыла там я силу открыла там силу философа. философа. И такое было ощущение, что ой, лень, люблю тебя. Ага. Иногда же так же бывает, когда те, которые не приняли качества, ты зазеркаливаешь на других человек, людей. Да. И вот именно тогда такое ощущение какого-то неприятного состояния, иногда бывает даже негативное состояние, а неприняты качества, конкретно ты знаешь, что энергия уже впадает, уже не хочется делать, все мысли туда, к этой качестве. А сейчас у нас есть тренажер, 10 минут проработала и нашла силы, и уже состояние совсем другое, никуда не нужно ходить, да? Да, это вообще удивительно бывает. То есть у меня, я вот как раз делилась, я принимала качество назойливое. И когда принимала это качество назойливое, у меня вышел такой образ, ну, как всегда, назойливая муха. И у меня прям было ощущение, что, во-первых, человек, который отмахивался от мухи, я ощущала, как он, от него чувство брезгливости, отвращения, вот это я ощущала, да, а у себя внутри я ощущала страх того, что меня сейчас как прибьют мухобойкой, да, и мне от этого тоже было страшновато. И вот в ходе трансформации я прямо вошла в этот образ мухи, и я там его созерцала, посмотрела, я так прям удивлялась этой трансформации, да, интересно так было. То есть увидела, какая муха пробивная, как она сквозь любые щели пролезает, как она адаптирована к этому миру. Зима наступила, она в спячку ушла, ничего с ней не стало, солнышко только выглянуло, она раз, и опять уже полна сил, жужжит, тут летает, да. И в конце концов я видела, как эта муха откладывает там в мясо, такие яйца такие прямо, и я увидела от нее заботу о своем потомстве. И меня это так удивило, и у меня вышло, что когда ты назойливая, ты даешь силу своему роду. Это огромное хорошее качество, которое помогает тебе в достижении твоих целей и для процветания твоего рода. Да, еще будущее. Да, еще будущее. Она же видит будущее Она свое. же видит будущее свое. И вот это прямо я удивилась, что это действительно мощно. И после этого уже уходят страхи для того, чтобы, что тебе там люди подумают, если ты там будешь назойливо, что-то там целеустремленно, методично, что-то там делать или предлагать. Вот, то есть, и приходит принятие мира. Вот. И точно так же, вот как обычно же говорят, что ты видишь раздражающего в другом человеке, то это тебе мир показывает то, что есть в тебе, да? У нас же есть пословица, у другого соринку увидит, в своем глазу бревно не видит, да? Вот это как раз об этом. То есть, и если тебя что-то раздражает в этом мире, это значит, что у тебя мир тебе показывает, посмотри на себя, какая ты. Вот это как раз... Золотые слова. Золотые слова. Вот когда еще была семинар весной, это было на Ленина, да? Когда ты, оказывается, поставила, как ты рассказывала, как поставила себе построение. Была пышненькой, да, качненькой, да, в это время я не поверила. Раз так можно за месяц, да, за 2-3 месяца построение. Потом, когда мы приехали из Москвы, из Апенпея, наш Кахулаковского форум, там я тебя не узнала. Как это было? Расскажи.
Это вот у меня, да, у меня замечательный опыт есть построения, но у меня такого опыта, два у меня есть опыта построения, да. Первый раз, ну, то есть после, у меня, видать, такая установка, что после каждых родов я полнею, то есть потому что я очень верю в то, что Ну, это когда классическая кормишь, установка. Классическая установка. классическая установка, что когда кормишь грудью, то ты полнеешь, тебя очень как бы, ты должна есть за двоих. И вот в первый раз я поправилась после рождения вот сына среднего Дархана, да, и тогда был замечательный проект Яны Угаровой, она от журфикса проводила стройнеем с молочным дождиком. И я там очень хорошо, быстро постройнела тоже. Там с нами работали диетологи, мы занимались фитнесом, и там в течение полугода прямо были замечательные результаты. И я этот результат очень хорошо держала. И вот когда уже у меня родилась дочка, вот 7 лет назад, я опять поправилась, но уже возраст все-таки, опять у меня, видите, такие установки были. Я поправилась, я говорила, что вы хотите, я уже не молодая, чтобы там как быстро стройнеть, да, что вы от меня хотите, я мама 3 детей, то есть маме Я 3 большая детей мама. положено. Я большая мама. Да, положено же быть такой в теле, да, то есть вот, и у меня ассоциации были, наверное, такие с домашним уютом, скажем так, да, что вот женщина должна быть полная, вкусно пахнуть вот этими пирожками, пирогами, да. И еще, конечно, один из факторов у меня был тот, что я руководила вот Росгострахом на тот момент. И когда я вот пришла в Росгострах, вот только-только работать, мне всего лишь там было 32 года. То есть я молодой была директор, я была стройненькая, звонкая такая, и смотрелась, ну, как бы на фоне, когда приезжала на совещание, мне говорили: деточка, ты откуда? Ну, то есть меня абсолютно не воспринимали как директора, то есть там были люди солидные, взрослые мужчины, женщины в возрасте, и тоже вот у меня как один из таких, знаете, вот очень таких, ну, как бы руководитель, он должен быть солидным, то есть для меня вот именно очень сильная установка сидела, что вот он должен быть большой, солидный, авторитетный. И вот авторитет у меня ассоциировался с массой тела. И поворотной для меня точкой, вот как ты говоришь, да, то есть в том году у нас было то, что мы поехали на мероприятие нашей компании, мы поехали, наши бизнес, ну, как бы лидеры компании, мы поехали на обучение. Узбекистан. Да, в Узбекистан, шикарная страна такая, гостеприимная, очень вкусная. И вот мы когда туда приехали, встреча там на железнодорожной станции, чтобы поехать, и вот там приезжают казашки, да, с Казахстана, такие, одна красавица, вторая модель выходит, третья модель, все такие красивые, звонкие, стройные, да, и тут мы, можно сказать, выкатились, да, такие девушки с севера, кровь с молоком, ага, душа компании, конечно, нас, больших людей, должно быть много, такие, ну, такие Добрые. позитивненькие, но, Добрые, но такие толстенькие. И тогда у меня вот этот вот прямо резанул вот этот вот диссонанс, скажем так, того, да, то есть и у меня, и эти все женщины, они успешные, они, то есть и у меня наконец-то какой-то вот в голове щелкнуло, что успех у нас уже не ассоциируется с лишним весом. И вот еще у нас лишний вес, кстати, в Якутии, он хорош, почему исторически был? Потому что у нас север, холодно, да, то есть это как бы стратегические запасы
организма, да, жира, да, и пока там толстый сохнет, худой сдохнет, да, то есть это как бы природой заложено было, чтобы как бы для выживания иметь вот этот вот, да, защититься лишний вес. И у нас тайончики все толстенькие, да, то есть вот успешные люди, да, как начальником мужчина становится, он наш очень быстро начинает там округляться, толстеть, прибавлять в весе, да. И у меня вот это вот очень сильно, оказывается, сидела связь между материальным богатством, достатком и лишним весом. Вот, то есть мне казалось, что это очень красивый эталон, прямо, ну, хорошо, ну, на подсознательном уровне, хотя сознательно каждый, мы все хотим быть молодыми, стройными. И вот когда мы были в Узбекистане, когда там концентрация успешных женщин, богатых женщин, зарабатывающих с чеками по 3 миллиона в месяц, и видишь, что они стройные, ты понимаешь, что мир-то уже изменился. Давно. И, простите, мы живем... Да, давно изменился. И запасов жира для моей жизненной безопасности абсолютно не нужно, да. И оказывается, в другом мире уже статус успешного человека – это человек, следящий за собой, правильно питающий, уже вот мощно же изменился мир, да, то есть вот буквально еще пару лет назад, как все курили, да, сейчас практически же, ну, как бы уже мало стало людей курящих, это уже не модно. Очень модно вот сейчас следить за своим телом, за внутренним состоянием. За внутренним состоянием. Да, за внутренним состоянием. И вот это вот у меня как-то так вошло. И вот мы когда приехали, мы делились тогда нашим обучением с Варварой, то есть чего мы достигли, чему нас обучили. И там кто-то из зала спросил, а вот я как раз про это сказала, что вот мы выкатились, да, он говорит, а как же у вас с вашим телом, да, вот, а у вас-то что? И я тогда впервые вот озвучила громко, продекларировала о том, что да, я беру себе цель идти по пути стройности. И вот когда ты, мало того, что, то есть, когда ты просто думаешь о чем-то, да, то есть в голове, когда это у тебя, это, ну, очень часто остается просто как мысль какая-то в голове в твоей, да, и поэтому вот свою цель, свое это очень важно записать на бумаге, и чтобы ты точно поставила конкретно цель, до какого, сколько килограмм, или какого размера ты хочешь стать, да, вот. Просто так сказать, постройнеть, это не сыграет там роль, потому что там, ну, пройдет полгода, тебя встретят, это уже не работает, это уже не работает. Это не работает, потому что ты говоришь, ну ладно, у меня еще есть вся жизнь впереди, постройнею когда-нибудь, да, или скажешь, ну вот на 100 грамм постройнела, ну, то есть, чем не результат, да, вроде бы. И вот очень хорошо срабатывает, когда человек декларирует это. Декларирует на большую публику. И вот я тогда продекларировала, нас было много, и отступать уже было некуда. Да, и я, в принципе, как бы стараюсь всегда, ну, я сдерживаю обещания, сделанные кому-то, и особенно обещания, сделанные себе. И вот этим пользуются мои дети. Они от меня не отходят, пока я им не скажу, хорошо, я сделаю то-то, то-то. И тогда они так спокойно вздыхают и уходят, потому что они знают, что если мама это проговорила, то это все. То есть это 100%, они этому верят, они это знают, цену слова мою они знают, и поэтому они успокаиваются. Все, и вот они из меня это как бы... И я очень долго не говорю, если сомневаюсь. Вот. И вот когда вот это сделала, то пути назад нет, все, декларация произвела, и тогда уже, знаете, и фокус внимания идет на туда. Ты уже думаешь об этом, и тогда уже информация начинает со всех каналов приходить
о том, как это сделать легче, как это сделать быстрее, радостнее. И раньше у меня сидело, знаете, что, ну, как бы убеждение же есть, что надо медленно стройнеть, да, что если как бы быстро постройнеешь, то, во-первых, это повредит здоровью, во-вторых, ты очень быстро обратно наберешь вес, да. Но мой опыт, вот этот второй, показал о том, что я вот в первый месяц скинула, не помню, кажется, килограмм чуть ли не 9 я скинула. То есть это было очень много. Когда я это все прорабатывала через наши тренажеры, у нас, кстати, есть очень хороший доп. Продукт по телу, по построению, там очень много вот этих базовых установок уже выписаны, вам не нужно это придумывать, там где-то высчитывать, а там уже все прописано, и вы можете прямо по ним прорабатывать вот эти свои установки, просматривать. И что самое важное, да, что бывает, не нужно даже, может быть, и через тренажеры это долго прогонять, даже одно осознание какой-то установки, который ты увидишь, и какой-то инсайт от этого словишь, оказывается, вот оно что, да, то тогда это тебе помогает толчком. И вот я в том году скинула 20 килограмм общего веса. Я планировала себе, как бы я была тогда 52-54 размер, то есть у меня разница, вверх у меня 52, низ 54 был размер, и моя мечта была стать 48, нормальный 48 размер. В килограммах я даже не загадывала, то есть моя цель была 48 размер. И она у меня очень, вот килограмм, они уходили для того, чтобы я стала вот этим 48 размером, потом аппетит пришел как бы дальше, мне показалось, потому что 68 килограмм на тот момент, когда я была 76,5, казалось несбыточной мечтой. То есть это, я его уже 6 лет не видела, этот вес, и мне казалось, круто. А потом уже как бы все пошло дальше. Я вот скинула легко, радостно и быстро, и благодаря этому я тогда еще запустила марафон и помогала, тоже набирала группы, девочки вот со мной тоже стройнели, может быть, кто-то есть сейчас здесь. Пишите, сколько бросили. Пишите, сколько бросили. Напишите, если есть те, кто проходил со мной марафон стройности, напишите, пожалуйста, сколько вы тогда скинули и как вы держите этот свой вес. И на сегодня как бы я держу свой вес, и я немножко набрала, но набрала осознанно, потому что я дошла до 56 килограмм, и я стала 44 размер. Я не люблю этот, ну, как бы, есть понятие комфортный вес для человека, он может быть разный, да, то есть когда ты ощущаешь себя естественно нормально. Вот для меня это 60-62, это мой комфортный вес, где я себя ощущаю очень хорошо, не худая, не толстая, нормальная, вот. И поэтому я вот откатила, и вот на сегодняшний день я держу вот этот вес, он мой, со мной. И вот здесь я считаю, что именно мне помогло вот в этот раз, да, конечно, есть, то есть не просто, не одними проработками, это точно, то есть одними проработками тоже можно все, конечно, постройнеть. Ух ты, вот пишут, да, 19 килограмм минуса, во, отлично, ну держит, молодец, Оля, ага, классный результат, видишь, как здорово. Когда комплексно подходишь. Да, то есть там, конечно, и уже изменяешь питание, прибавляя как бы в себе как бы правильные привычки делаешь, включаешь физические, скажем так, нагрузки, вместе с проработками, они вот как раз дают вот этот эффект очень быстрого и такого экологичного, стабильного ухода веса. Вот. И вот сейчас вот карантин, и как у вас сейчас состояние с вашим телом? Поделитесь, пожалуйста. У кого-то там, может быть, прибавился, у меня у самой прибавился вес. Когда вот в марте мы, честно признаюсь, да, я набрала 3 килограмма, потому что резко прекратила ходить, не
никуда не ходишь, сидишь дома, пироги бесконечные, домочадцев радуешь и, соответственно, начинаешь набирать вес, да, потому что все равно как бы мы все люди, и на какой-то момент хотелось сказать, ну, куда, ничего не работает, хочется все равно пожаловаться иногда, да, вот такая жизнь жестокая. Ну, у нас Светлана, у нас остается еще несколько минут, мы доходим до самого главного. Если что, с марафоном все согласны, в директ пишите. И вот, когда человек приходит осознание бизнесу, да, цифрам, вот тогда человек начинает сливаться, там появляется эмоциональная боль, да? Эмоциональным болем не проработаешь, там благодарность от души не приходит. В этом наших тренажерах очень эмоциональные боли. Поэтому как-то вот это очень-очень прямо подарок нам сделала наша Даша, Дарья Трутнева. Она вот с мая у нас запустился 2 новых тренажера «Эмоциональная боль» и «Благодарность». И я считала себя человеком, ну, то есть я, в принципе, давно занимаюсь духовными практиками, там очень много всего, я очень много там прорабатывала, в принципе, я уже больше года прорабатывала это все в мастер-кит, я считала, что, в принципе, я человек проработанный. Да. То есть вроде бы уже вдоль и поперек там везде делаешь, но тут, когда появился вот этот тренажер «Эмоциональная боль», а эмоциональная боль — это не просто обиды или еще что-то, да, это вот какие-то поступки, за которые вам было стыдно, или поступки, которые вас в свое время каким-то образом шокировали, да, какое-то вот в такое это вот невозможно рассказать. Да. И вроде бы мы умом прощаем, да, то есть мы это отпускаем, да, но оказывается, оно прямо сидит вот этим комом. И я вот сейчас очень благодарна вот этому тренажеру, потому что я проработала здесь свою эмоциональную боль, она у меня была с детства, да, ситуация была, да, и вот это вот она отпустила когда, да, то есть я поняла, у меня, оказывается, здесь вот в той ситуации заложилась установка, да, то есть я очень сильно тогда обиделась на маму, и у меня там, я любила ее маму очень сильно, да, и у меня был такой диссонанс, то есть человек, которого люблю, вот такая вот ситуация, и у меня получилось, что если я люблю себя, то я не люблю маму. Вот такая связка, да, и вот представляете, как это бьет по твоим отношениям, колбасит тебя, то ты прямо, вот у меня вот такие отношения с мамой, то есть то вроде бы все любовь, все замечательно, но тогда у меня начинает как бы самозащита делать и показывать, что если ты любишь маму, то ты не любишь себя. И раз в другую крайность идешь, да, то есть ты начинаешь опять к себе возвращаться, собой заниматься, и в это время идет, и через некоторое время понимаешь, что ты полностью, ну, как бы предаешь маму. И вот этот вот маятник, который качает, мешает тебе идти нормально по жизни, мешает твоему бизнесу, и вот пришло мне вот это осознание, что у меня, оказывается, вот сидела эта установка, и прямо я вот ее отпустила, вот эту вот ситуацию, да, и прямо такое освобождение у меня пошло. И вот у меня мама старенькая, ей сейчас 87 лет, она ну вот лежала, болела, да, я вот буквально эту проработку сделала, и днем смотрю, утром я делала, днем смотрю, в комнате нету человека, да, думаю, ну ладно, наверное, в туалет куда-то пошла, да, ну так проверяю, уже в туалете нет, смотрю, в ванной человек стоит, в стиральную машину закладывает вещи, то есть, и вот
такое освобождение пошло. И вот сейчас я прям ощущаю новый поток энергии огромный, который пришел ко мне. И сейчас идут куча идей пошло, куча вот направлений, которые открываются сейчас. И вот спасибо, Мичи, что ты пригласила меня вот на прямой эфир, потому что вот это все пошло вот каким-то таким комом идет к тебе, энергия возвращается, тебе силы твои возвращаются, да. И вот так у многих же есть такие вот вещи, которые тебе сидели. Может быть, там бывает, что ребенок, ну, вещь какую-то украл там или еще что-то так незаметно, да, и оно прямо вот сидит грузом ответственности, грузом вины, и вот это вот все помогает открыть. Да, стыда, вот этот вот стыд, он помогает тебе, ну, то есть, убрав его, ты помогаешь, ресурсное свое состояние уходишь. И вот я прямо сейчас ощущаю, у меня поток энергии, как в молодости, да, и вот прямо вот я, ну, вот классное ощущение, скажем так, да, то есть вот и полноты жизни, полноты вот такой вот любви к миру, при том, что, в принципе, тот же карантин идет все так же в 4 стенах, но, тем не менее, все движется, все течет, все вообще мощным образом идет. А тренажер благодарности, ну, вообще, это тоже, конечно, да, то есть вот, ну, благодарность... Тоже, когда в первый раз я делала, я тоже себя считала, что я человек благодарный, я люблю благодарить, я люблю это выражать. Но когда я этот тренажер сделала, я ощутила разницу благодарности от уровня губ, когда ты это делаешь через ум, через то, что так все поступают, и так как бы принято благодарить, да. И другое как дело, когда это идет от души, от сердца, то это абсолютно разные вещи и абсолютно новый уровень энергообмена вот с тем человеком, с кем ты общаешься. Классно, классно. Вот здесь нужно понимать, мы говорим о установке цели, да, когда вот клиент покупает методику, он сразу себе, ну, головой осознанно делает какую-то цель, пишет по целям, да, когда ты прорабатываешь в тренажере, оно как бы глубже, другим взглядом, другим, и самое главное, систематически идешь по цели. Каждый раз день приходит задание, которое тебя ведет к цели. Вот эта систематизация, она уникальна, поэтому не зря же 72 страны покупают, понимать бизнесмены, духовное, материально, понимают вот эту тему. Если в бизнесе где-то дыры, значит у тебя где-то дыры внутри. Да. Так плохо слышно. Принимайте эхо, как есть, так есть идем. Да, то есть вот это вот сейчас именно работа над собой, над своим мышлением, это как бы очень актуально, очень востребовано по всему миру, да, и сейчас оно идет, вот приходит к нам, то есть мы понимаем, да, уже все понимают, что уже как бы, как ты думаешь, как ты мыслишь, вот это все отражается на достижение твоих, да, в твое поле, в твоих целях. И вот сейчас действительно прямо такой момент идет, да, вот когда мастер-кит, он идет по всему миру, он очень востребован, и поэтому вот сейчас, вот завтра еще, да, у вас есть возможность присоединиться к большой конференции, которая будет проходить онлайн, в нашей компании, там будут рассказываться, будет много выступающих, которые будут показывать, рассказывать о том, как у них дела, как они добились, какие у них есть достижения, и в конце будет идти
именно обучение по бизнесу. То есть вы сейчас можете вступить в этот бизнес в самом начале, потому что это очень востребовано и прям действительно в помощь людям. И вот, знаете, вот здесь именно мощно то, что тут не только знания, да, тут сразу же идет практика через тренажер, и ты тут все свои знания сразу же применяешь. Потому что одно дело знать, и эти знания, пока ты их не применяешь в деле, да, они бесполезный груз, они ничего тебе как бы особо-то и не дают. А вот здесь именно ценно то, что ты все, что узнал, тут же применяешь, тут же все через себя это пропускаешь, и ты изменения видишь тут же, вот прямо в своих действиях. И вот мне нравится еще то, что вот когда ты ставишь свою цель, и через тренажеры их пропускаешь, да, то есть вот что-то ты поставил, что-то идешь, и там у тебя какой-то затык или что-то там, ну вот, что-то мешает тебе, да, и ты через тренажер ты можешь очень точечно, прямо как хирургическим скальпелем найти вот такую причину, вот самую основу, и ее изменить. И как только у тебя вот там происходит изменение, тут же на внешнем плане идет все меняется. Все, что внутри, оно снаружи, и оно вот здесь вот прямо очень хорошо срабатывает. Как классно, да? Как классно, да? Да. И вот знаете, вот сейчас всем, кто сейчас купит мастер-кит, да, у них будет подарок от компании, к ним будет прикреплен сотрудник, который будет ему помогать в течение месяца идти по этим тренажерам, смотреть, каким образом можно, ну, каким образом использовать эти тренажеры. То есть вы не останетесь один на один, вас опытный человек будет вести в течение месяца, подсказывать наилучшим образом, каким это все делать. И вот нашим как бы мастер-китовцам, да, то есть вы знаете, наверное, да, что если вы трое человек подпишется у вас, да, то вам вообще придет в подарок мастер-майнд. Это супер программа, я сама являлась пользователем этого мастер-майнда, то есть мне давали в подарок за достижение статусов этот мастер-майнд, я еще сама покупала его. За 99. За 99. Да, за 99 тысяч. И там у вас получается, что у вас будет персональный менеджер, который будет каждый день с вами работать по достижению именно ваших целей. Он будет вам, это как коуч-сессии, ежедневные коуч-сессии с указанием того болевых твоих точек. Он будет тебе помогать не отступать, не сливать свои цели, и вот идти прямо вместе с ним. Сарклана, у нас осталось 3, послушаем нашу сегодняшнюю. Значит, когда постановка цели есть, если у тебя нет внутренней прокачки, то результата не видать сразу. Ну да, то есть это будет более долгий процесс, скажем так, да, процесс более проб и ошибок. Когда ты это делаешь с работой над собой, над своим мышлением, то достижение результатов, оно как бы намного быстрее, эффективнее получается. И вот здесь в постановке цели очень важно это все как бы быть, ну вот в категории SMART, да, чтобы были конкретные цели, когда, чего, зачем, ну, то есть сколько всего, то есть это все должно оцифровываться, тогда вам это будет намного легче достигать. И здесь очень хорошо вот задавать вопрос «зачем?». Зачем вам это нужно? Во имя чего? Пользуясь тренажером. Да, и вот пользуясь тренажером, вы сможете это все намного быстрее убрать свои мешающие для вас установки. И как бы цель ваша, она будет реализована в кратчайшие